Үрігін бұлдыр, ебе Балтай Мегуз, Балтай Николай Михайлович деп бірінде паспортпа, вренде деп институт культурінде, манан должность кафедры, доцент болса следет. Олінде аслы врендеген рен, көртшілер ек, шамбанды, шамды геатпаны, доцент десе. Вренде деп ебе халық еткерліхне, мұжын халық еткерліхне институт врендесе, онан десенде құра бара. Пилік сол ғалла, пирен Шубашқарда, шак институт культуры есуменден де усырес шагынбек факультет дейін бір. Шагынбек адалану курнымай, хамрынлыға адаландар істесе институт культуры есуменде усырес халық еткерліхне. Тірісіне сенбек қалазым болғанде. Вара, она ужаган зентен бірінде, бұл Николай Иванович Егоров, манатен зейлде бұнда, ебінде хамырын, еткерлігі хамырын история дейді бір, күнінде хамырын аваллыға дей бір, тіпче деп тақшандан бақ, ебі хам ялдан, елді краинден, ман ате, азатезем, чөнжері бұлчыр пұрде остазен болны, ебеден де Шаңбек пәжекірен шиденде осталға құрза, асан незем мен қалаза банызене астывады бұнде. Шамбада манжын шағы пиде бұзық сауыныш бұлжы. Мұжындызен қалтсен шақ халық еткерліхне, халықын аваллықне тіптеген земінде өзен пұлза, андерта Шағынбек қайсен тіптеніне шкулда қалыбыр шук бол институт шайынде, пулман бол халінде институт шайынде де Шағынбек халық еткерліхне ебір түрремен вредме бұлдара бар, пилік шоу бұл ти көзір пережен шейдінлік бұлде. Манын диплом зенен де ұзы ұрзауында ұшырмыр шақ ұйрама дейбір, мүрзен ана ирік парат мұсқағында берін, күнда Министерство культуры педе шағынбе следінде тұрса. Манын Шағынбек предметсе, ебе вренде деп рисунок, живопись, композиции, скульптуру, пластическая анатомия. Тогда ты предметсен, где онда мана хадер, вагот чукибенде, хвор блейдер, халги, везде альгерей местный бәдемшіре. Тогда хамырлыған, ебе парадып шақ композиции предметра. Мүрзен ебір халықты ұлдарылығынде, онда тірлейені бұр, тірлейіне деп жені жоқ, шақ композициясында түрремен өзіне ебір тіпсен бұлдыра бар. Мұскер вренде деп студентсіне пірремеші. Аландарда барады, малдан хамырын елайырге, аваллық, міндума кирлі бұл бере. Мүрзен халги бұл отыра, кейбір глобализация дейбір бұл отыра, сензен түрлі юғыма бұла, Шаңбек ұлдаланасы, шағы тәрәс бұл десі, бара аландарда барады. Ваттызенне мүжін білмелі, мүжін дезен ваттызен кына пире. Лайық бұлма, ергелі бұлма, телейлі бұлма, хызен пұлдарылықне пире барзақ варына. Пире вренцех варына. Өзен пире ниғы жыде натяр сумма. Шағынба вол тәрәс. Шағынба вол келі жүлі. Мүжін десен, она параганзен. Тағам ют халық мар, пирин атя не, азатяса не. Өзен ке пире деп юмақсен мұрлы, ваттызен сымағасен мұрлы, врендесі мүлі бұл машқан, еврлық ран мүлі тұқ машқан, калбыр пирен пиде вайлы ела бұр, неме. Ол бәдем бұрде бұштарынасы, әрі бұзы кәштівасы калбыр. Вадызем шәме каланы. Еврлықра бір-біріне бұлы жүрдені. Мүжіндізен еврлық санында бұлма бұлдырады. Сәмін жүхне санада бұлы жестесі. Сәмбада візен каланыне ебір пиде бұзық вырына құқыра бірінде. Візен түтсабық малы калбыр анай бір еткерліхне
терезенте, тунзенте курапор, сюрцем, кубаласы милле, вот милле слесе, эшхадрезенте курапор, милле взем килишюлле, милле взембе мелле слеме, сяв осталаха врензе, малланде, тебер шая газене бер хабардашы. Вот студентимнен де ебе сяв вредный тухне, сяк осталаха Алла илме пулжады. Мержизен ебе хамда пиде сяк на тепчене майнде ебе хам врензе бердем Санкт-Петербургра, ананде бер галапар академияде ебер, вот пызык пылю унда изе, вот шамбада сяк палеведе ебе узугурада мержизен хамрон ела эркери пуялныга авалгиллегина курмалымар, халхи курумбада курмала. Мержен халхи вагытра калбар, компьютер зембур, терле технология зембур, ибер калбар, паремыш курсыра хамран авалги юмах зембурлы, мультфильмде дурумар, бейде gözөклы, миллетен жебул загайненде, шамбада унданде терле компьютер программа зембузу бурапар, вот тельмелен вылы используя. Шамбада и бир шахна тепчене майнде студентсем мыскер от санабынде өзен хозяин ватысыне хозяин киленте мен бузайртыне шемде хизеплеме бушлары өзен шак пилдерешне урхла курма бушлары шак нинге мар булум зененде калбар азанде жазатсара де ашамы жазатсара хулана еунда вот калбар азен канмалыгын сенде ялада сенде урамра ергелі булор телелі жул булдар тенезіне темірхот оман сайылдес міскере білдерет халу вол ырысуны вол пиде бызык сенбек адалыну переншен шутланат вол кабла немете марбе тынат анжакта перен елара сенбек калапырынде кардышынде вілдерен пизен сенбек армуты анүстердес мержен вол аванмар, он бексере туру кемес. Саңбада ех вайлы адаландыр дезен, сәв пір вәлдеріне татны де, еға бұлушны. Ех син күнібе, ех синден үрі жұмышланы де, күнгазан де, үрі жұмышланы де, вол еға вайладат. Енденде ех шөнесі тұда мінде бөлін үрі істузан, вол тұда вайлададын де. Вот еп калабызыне, езір хал чағында времени, вол пирин вадазыне, хизепленне шутланат еп. Мержен ибермен дуны вол ти бузык кәлі дезен де юра. Мержен вадызен пиринжине бұғасы. Вот мілендім ебір қалбір хамра дезен шіне мілі бұға бар. Ибермен біліне өзем амбрағышлатсыр, ана адаландырса, лайықлатса, онба ұзы күртсір депер. Вот кундан де пирин институран де ебір түрремен шағидузем жіне татса барапыр. Взем бұнда сәк авалыға тепчен емай шағына курастесі сәк тебір жайран деп ал халхи ебір уявсы емертере бір қалбір хула күнне, республики күнне, парчалық уяв зем бұзайрдес тірлерен бұнда қабрин шытыра уяв зем бұзайрдесі шақ пілеве зем ұндата да ұзы курасы тада қалаза қараймарам ебір милле кайран камбул зашлесе зем шамыз Николай марам. Взем кайран хамрын культурны, хамрын ела ергене уландырса вренце бураган зем буласы. Тірлерен ажа садезен деслен булдырасы зем, тірлерен үнер шкулезенде вретме булдырасы урхлавазан халық хушинде эслеген шинзем буласы. Шамбада взем хамрын ела ергене лайық біліне, тербелі ұзы құрма біліне, тада вредне бұлдарны шинзененде, халихива отыра шинзен вғыдезен десектені, шамек тепцезел армашы, разал армашкан, ұрғылазан взем шинзене пуямладасы, врендесі, шамбек специалисті бір қадырле бірінде. Перентіллеве, ол темле пызы келдімезенде, шағынбек әш Тибузы кәсінде ол бірінші.
Мегоси вот инде язепидину мәшлеен юба зембе. Вот юба калабыр философия юба белдержи bir кышкал забырдыр шым кыстан бурат вот bir перехе был кышкана уйр тарзадра ете қалсын дені бір юбаларды. Ку вот сейчас юба берги, сейчас тоғырвун бар тоғырвун висим шулзенде биде кызыклан загарым дена. Мыжынзен валагалмар ехе, тыдап тахал юбалардап тезин. Бирен культура, ну, жылайыргере дей бірінде, шак юба жылайырге биде пілдеріші. Калбар, вот бирен туя каясы, туя жетсен, туйжинзене кәтсе елесі, туй ердюзи, онда биден сәмбек пілдеріші юру юрлады. Шалында биден умай юба жинжен юрузен бұр. Калбар тоғырын тоғыр юба лартрынмар, тоғырын тоғыр юба жинже, калбар сиде юба жинже, сәмбек тірлі чертунзен, озен юбизен кемелден ұлтынран, пұғырдан, калбар пұғыр юба жинже квағал арадында, кемел юба жинже куку геларат, ұлтын юба жинже мұртқай геларат. Взем пурде шак тингана прилежестене шинзене, ну туя гелне шак дела ергене думавша, ыры сунашса. Шамбада калбар шакында туй жинжен галаймар. Хал вот тырлы дела ергене кірзагарха падем шарде калбар ну ыргаяр, варизу, унда каллех, шак юбасын пілдерішті. Варайбы хамын шак бұлдарулықра халықын шак еткерлікні ұзын бұрады. Теп шу ұжынды мәскер бұл. Юба трацалартыны вырдаған калабыр ябалана трацалартыны тәнже тұзақуны не білдер едінде. Бірін ела ергере ол түрремен шамбек. Хышан юбана трацалардашы, онан де келебе тасадашы, міншінлардың де калашынды. Ларды чене қалашқа, жақта лардсанты да, онда ежін туры, шиғлақ туры депір, ебір мүндіні бе келешілі бұл депір. Ұрқы азанынде, пәдімледілі, шак мана түткілары, епшілары манында шак адалыну, бұл шиғынны шак тәнжебе, шак тәнжене хитерлерде себе, Пуялада себе жиғында. Шамбада шак юба бұл түрремен кеселегет халқала біріндіні философия депір халықын ки бұзыр пілдерішінден бірінде бұл халықын шонары, мінрендігін садырады, тымары, бірін вадызен ғана, турызен бәтіне, турызен еланас дезен килдет, хамырын тымар бәтіне, хамырын вадызен бәтіне келдейді. Бірін ағалден каламанында шүлде дұры, тада атия не мантуры дені. Бұл хамырын манын пұлдарулықыра, ки бұзық пілдеріші. Шамбада ебі юбасетінің дүхіне сұнар ұлы бұрады. Мерзен ман тұрлерен калаш үзенденде, шамбек калаш. Шүквич хадиш хал, бірін пашалықыра нештада шамбек юбалардасы дела шук тексенде. Юка хал хи юлашки аллы жылда, яшар жылдылыға халық бұрмас, бұл бұрна пен-пен жылды. Шамбада онда шак юба білдеріші, ти паримыш вырынзенде тұрады. Шамбада онда қалабар, ұлтымду, пағырду, кемелду, ти жылде юбаларады, ювышларады. Ол ша мүжін білдерішімісті, ана ағал камшымбек тудыр не ұлғапта шанда юбаларца бұранды. Ол ке бәжіғін ма, лардасы жын бар, ана тәндене бұлдарасы жын тұна. Шамбады ебірінде алылешінде вынеге жол әслерімір, онда шарвадыр шархеріх күлебелі сонарлы юбалар тұрмыр, ана небір Юрий Симонов пирен асылы шуланат,
санатор ердюси, он иригибедова пырынды, анжақта хамырын авалхи илайырге пирен пірремеш вырында дырадыды. Шамбада она темызы каштав, но онда хуршынаған арзем, онда кашны жыл вунжарын бұштарына тұр, взен хамырын илайыргене сирен тұтса бұрасынды бірзен, онда пирен пәдәм күлебе, менеде бұлін пілдересі, пілдережі пиде бұзық, ондан де бір түлезір ертере бір экскурсия дегенде, онда пиде тарын оландырза барап, парсеге сүр, иксеге де оландырасы, арағашын келмей бұлдырасы өзен, кашны вырзан егодын, онда ердет, вуны зегетіре ұз ердет ол. Вот, кәскен қалазан шамбегенде, бұл юба, күлебе, ана пирен күлебе десе да, Халгиева отыранды скульптура десе, пиде пілдерішлі вырын. Воланде лардасы жеңгіна бар девке, тогда қалазда барасы жеңгіна бар, вол сонарлы, пұр девзім сонарба жеңгіна. Сонар вол мүскер, вот сымақ вол сонар. Вол міледе болен тендене оландарза баны жүхне, пұрмай кирлі сонар, пирен авалги вадаземенде каланы түрлі тендене сонар дейді. Вара езір бұян ланыр дейді. Мүрзен калбар темір тенди бұр калабыр жалай, сил тенди, вуд тенди, ұр халық тенди бұр. Вот бұл тендебе жиғынна. Шамбада кашны тенден хойын елы ерги сонары. Вот пиренденде, вот калбар міледе бұлын варизоры дуындықне, бұл тенде дұза болады. Шав тендене бұла, бұл шак ыйдыва татса барады. Онда бұл юбилейларда тендене малдан тумалайша, кайран бұл шав юбай ердаврат, ергеле шав тендене лайықладады, вара бұл шав тендебе туанлажады. Пілдері же шавлан деді. Үтті халық сенде бұл пұр бөлі тені, анжақта ебі хамрынне юлдарақ тәпсене. Хамрын шак юба культурынде дейбір юба еткерлігінде, онда хамрын тәндене олнамалы чәліге онда. Шамба манжын бұл қосықла. Ман осталықыра бұл пәрреміш вырын ежінадынды. Еп шамбегех сенсенінде оландырза баны жүхне, қалбір хамыр үнерсесіне оландырза баны жүхне, бұл олнамалы тәнде. Мәрзен ананды пирин вадызем, пирин вада сидерне, темизе, вот нанде сенде каласа прибір, темизе миллион пирин вадызем сюровна, вильне, взем она тәріслезе, чи тәріслене пирин вада сидерне, шамба бұл тәрісте. Вот тәріслеге бір миллион мана барға, калбыр ебі үнерзе, хамын адязем мана шам үшіл бақарыз. Малдан ебізіне вренде, взем шавна була, шак тенжене онланза илейесі, ебі шавна пілнебе. Ондан ебі ұзы бұрап, хамырын вадызен, адян оландарын жүхненде, хамырын вадызен тенжене, елы ергене, пілуне ұзы бұрап. Ондан взем хойзен, ол қалбыр қалман, ол шеремре, асылында, ол хойн пілуне ұзы бұрап. Варанде маныны піліне ұзы бұрна, вадызені піліне ұзы бұрна, хойн піліне ұзы бұрна. Вара туба бір ебір шак тірісліхне. Шаманбек қана пирин вадызен тірісліне хушына тірісліге. Мен бұл тірісліктезен кашны хойнне қала. Бұл кашны хой қаланы ғына. Шамбада ебінде шак хамырын вадызен, хамыр ела еркенде, хамырын халықын еткерлігінде шулап. Пәдем шак сунарзем терес, шамба візім пирет пілдеріші, пирин жын пілдеріші. Шамба студентсіде оландар заманы жүхне, шағы пірреміш вұрын ежінадын деп. Вара візім шакна олан зейлеш ховырды. Візім вол маңын тіріслекіна марызға, онда візім де вадызан көкшімні, візім де вадызем пиринбе хурындаш, пиринбе тывам. Манжыны візім де ютсинзем бар. Ол пирин тентене туны халық. Шамбада пирин жын ол шак халық етерліхне, тепчені жүхне, шак институтранда, біріміш вырында.
Вот тәрлі ғал тінжері ғыне тәрлері көреді, тінжі жайынде. Күшік презем де қаласы бере туру сұйлазы әліне қалық кеші. Те презем қаласында бірінші түріс тінлі қалық ебірдесі. Те презем де қаласы чи хватлы да десе қаланы ұлдарыз. А вот чуваш шәмбе қаланы, чуваш процент тінже бедеттені. Вот чакна мүлі лана өсі. Бұл жәмек қаларым ради каждый сымақ сынарлы десе. Шак қаланы де бұл сынарлы. Она де ебе хамын вот шак кәске вағытра пуштарны төлібе визей место. Ебенде күнда шакна сана аландарда е хамы жу уже қаласа баны жүхнен де коллег узугурашын хамырын вадызен пәлуіне. Вадызен мен қаласа ғарны зене узугурашын де. Тенже бідеттені де епшулап. Онан де қаланыға, күндан де ватызен қаланы қалап. Тенже пәтмес десе, тенже перінден малдан да болны десе. Шамба да перін ғышын да юлат десе. Ол юрызен еспіленінде. Шамба да шак вот ваш пациент тенде буде тени, ебенде она шлоп тень вол юлашки вогатсенде галаза варнана е уты халыгына каласа шагынбек халық ушине картне она уйдул она вот калаймасты бірсен ендинде елайерге хамырын елайергезене поксасын хамыр вадасенен каласа бадыне поксасын онда мүлі болса туғатха вот кошт херене барна пар ну шакшу уж кере добра вот кашни ваданде кашни аша маш адизе мавлансан каша дуксан азени пехиллес вилес убин пехиллес шак вастовка вот пежекешни вот шак вада батне шак тванинде ташта урнанде тенжегеринде ташта Владивосток пережит булнинде тенжегери Дальний Восток ташта например спочтаванде халбеле проган пежекешни тенжегеринде гүлне пехили медитис ебір шубапыр менге была пехил вара сиде немай вот шам хал тепче немайде перем вадазем унда тюрем галасинде пехил вол ну, халге чархиде галазананде, бұл инструкции. Шак шаржинде, мінле, телейле, пұрнмалы инструкции. Пехилде онда, везегенде, вот ватызен сымақызен, везен пехилінде. Пехилде бір, пил пехилде бір. Шамбада шак пехиле, везен тивешлі болмалы болна. Онан де ағал баман, бұл пиде азанлая болы болна. Тадан де халық тада каштпорнапор пирин ела ергере візім пегіл бар астенде қалбар. Шуғалмас жеткен. Пирин ела ергебе візім әнені тебір ғуд шуғалмашқа. Е хамырын еқрар, е хамырын қалбар сенере темізе сыбыкран қалбар. Мұн-мұн-мұнуген сенінде вол шуғалма бұлдарын. Вара шак мұн-мұн-мұнуге шак пегілі тивеслі бұлзан она шак, бленде, вол барзақ варна бегиле, ашына барзақ варна, азат дер калвар ашыне барзақ варна. Тадан де вот индине кеске музан, езі мун азат дер барзақ варна, хывна жуна. Вот вара шагада шугалаттан де, шак хой барзақ варна бегилех, вол тивесле семере шугалатта. Вара шак бегил дырық, она шидіндерес, шак инструкция дырық, она шидіндересі. Шидин десен, вол тивисли арбулат каламыр, е херарым, херонданды, вол шак тивисли пейхиле, хойын моногентенех, илетте, каллех, хойын моногентенех, ну, хойын адисене парзақ барады. Баранды күнда бұмле бұлзадуға. Візен вилімсір бұлзадырасы. Візен вилме бұлдараймасы, негізянда, енденде візен тивеслі бұлзан. Перен жела еркере шак пиде пілдерішлі вырында. Варанде ватызын қаланы. Пехілі сен пин жула дені.
пехили зерзин, вещула. Вот, урахалазан де инструкция урынма шук. Вот, калбар халхи кунра, онлан марнеки машинка жүрейменде. Шусен тухсагаран, шидейместен шитмели зере. А пехили бенде, еза шитме булдаран, хотеста санжан падемтенде ужылат. Межден инструкция дермер пехили. Ундан де инструкция маскеринде. Ол пирен незелзен, хозяин кущулы бе, хозяин вилеми бе, хозяин уже бе, хозяин сауна себе. Туптана, шав пиде войлы пелеви. Он яде пехили дермер. Вот. Я шула пшамбада, чваш пациент, тенде бедетине, я шула вол Тен кайрақ по бұзағайны дезі жула. Вол енденде хамырын ела ергене пәрремеш пілдерішлі вырына құрсан, ана тәптезен шақс вол онде шақсымақсын пілдеріші пәдейді. Ебінде шәмбек олана. Мерзен вол пәтме бұлдыраймас. Енденде тивислі болмаса, тен пәдейді. Еп шәмбек шула бінде. Онда тивислі марсин земзенден бір ат деп қалашу. Рожден тивислі болсан, ол пәтме бұлдыраймас. Ебінде шәмбек қалам бұлдар өзінде. Алан, баяш. Ебінде таңаштарза шуышлан инден. Ну, хамын еп шупланы гына бар бол, еп хамыр дела ергене тәптені май, епте везех тәптеменіше, везех өзендер емес деп. Сен бада тен тебрейтін лайқрақ талмандырсы барады. Тавда бұсы. Баян бұлзайыр деген пілдерішлесінден ғалазы бағын бұлдырады. Күшт мүрзен баян бұнза кірмаш үйін, бұл түндігінінде, ебір хамырын диплом есене кеуділет бір, қаларым алдан институт культурінденде, ку халық еткерліхне тептесінде пилекшіл бұрады. Ондан де ебір юмақсымақ, тодан де тыцабық малы үнерліхе деп чепір, онда қаларымында тірлі енді деп чепір. Сәңбады қал пилекшіл врентних үшін, ебір хамырын вреннеген зененді, қал тебір ғуд, хазенезде бұқса хақ параппа. Маранде, атыненде үрізімза, малла әслемешкен, өзен бұласы вреннеген зен. Сәңбады шәкесененде пиде яваплы, пиде сауынза әслерімір, турымыр. Күндан дети қызықлы зем, ебір турымырында амасан зем сінден, пирен пиде бұзық улып кінегесінде сирзабана амасан юрек кезіндерінде, шәккаларымды боларық. Шәкі пиде бұзық сынар, онда визия болады тұм дейір, ташласы, югласы, ондан кәвинеде сирны. Ондан тебри, пілдерішлесінден бірі сұрғыры, пиренінде пиде қызықлы ердет бол ялзенде, онан дейбір қал тебір жая қыбатса, қамырын сүйдірагында қал ташласы, югласында сұрғыры безегінді, онда сынарзы ембейді қызықлы. Ондан сирем күлей беренінде пәтекірек күлей безем, чеваш ялы, онда пейді қызықлы болмалы. Ондан авалхи пирен хитре көгір ережесіне темірден кемелден туны ерешсене, бір халхи тумшине, халхи уявсенде өзі құрмашқан сәмбек пілдер үшлес тұрмырынды. Ана туаған зем манайбы туады студент командесілерім, екі жыл зем бұрысем, екі жыл хамыр халық, күнда мүскер көзіклі, шак херземенде онда берен, немінде хүледе взем вұдан мазыр, савынса, пирин мар дезе тымарыз, пиде күміл өстіріз, шағы пиде пілдерішлер. Мана бұл савындарады. Шамбада ебемен қалашын, шамрықсене, қалы шақ құраған зене, хамрын ела ергене тіпчер. Мүшіндізен ұнда пирин аваллық, пирин ұнда пуласлық. Мүшіндізен енден ебір шақ аваллығы хамрын надязене ұландарза парзақ var аймарым ұлғыза, пирин пуласлық шук. Варан дек, тенгіна қаларым бар. Варан тендеп цин шақ чывашық федейді.
терім бар. Мырзен шақтен зене ебір пітермелі бар, вара ебір деп етмес бір. Шағынды пызык әспирен. Шағын институт культурынде, тадан да история бе бақсан, перен қалықшын, бұл тем пызыкыр сиденю. Ебір қалтен халық ұсталық не, түрлі ұйырым сензем ғына, сәндек онанды нужаба да, чунайдың бейде, іслегелезе халық бәтіне шедеріне, андяқта хал, ебір қадырлепір, шамрық сене, хожызем пиделайық олнанайся, всякна врензе бдерне высенде, он пілдеріш не пілессе, взем халық кушыне каясы. Тадан де қаларым, взем адезен садезенде, слесе, шкулзенде, түрлі шамек, халық кушынде слесенде. Сәмода он пілдеріш бұзық. Олмажын сауыныз, епшылап халық шынде сауыныз. Сәмбек войлы специалистен бұлынжы. Аллах, таудамыз.
Филиппова Дарья вот, взяла эту тему не зря, не случайно, потому что мы все вот эти 5 лет это все изучалось, изучали, вот, и у нас направление этно очень остро стоит в данное время вот это, как адаптировать к современным стилям древние наши красивые украшения. Тема достаточно очень востребована, скажем, требуется, но взяться за это даже современные мастера затрудняются. Поэтому я считаю, это смелое решение с ее стороны взяться за такой трудный, достаточно объемный, емкий. Работа была проделана колоссальная, скажем так, потому что она очень достаточно щепетильно отнеслась к этому, серьезно отнеслась, потому что впервые это все происходит в стенах института и вообще впервые, скажем, для нашего народа, потому что до этого все это делалось, все это, конечно, мастерами, не было забыто это все, но молодежью, именно молодежью это было воспринято так серьезно и подано очень достаточно квалифицированно и очень добротно сделано и красиво. Вот желательно, конечно, чтобы посмотреть с близкого расстояния. Позови, пожалуйста. Вот белая одежда там кто у нас была? Да, вот это вот студенты, они практически из города. Это им не так, оказывается, далеко заброшенная тема. Это их трогает, волнует. Это очень существенно, потому что молодежь – это наше будущее, как мы говорим. Они сейчас после завершения, получив дипломы, идут работать в художественные школы, будут являться руководителями каких-то студий и так далее. Это очень важно. И я думаю, вот когда смотрим на эти планшеты, она очень грамотно это подала. Все выверено, все найдено, скромно и очень грамотно решила она это все. Вот, видно сразу. Это я так считаю. Я думаю, комиссия со мной согласна. И думаю, она с темой справилась, и высокая оценка ей мы должны поставить. Вы справились со своей ролью, хорошо представили, спасибо. Но оценку руководитель не объявляет. Да. Но мы прислушаемся. Так, я попрошу Инну Васильевну озвучить текст рецензии, подготовленный Кузьминой. Сюда подойди сюда. Так, оцените вблизи, пожалуйста, Да, этот это- наряд. Дарья, расскажи. Можете потрогать. Вот, Действительно нарядно, красиво, Какой да? материал там использован? Здесь войлок, специальный войлочный. Да, очень интересно. Бисер, да? Вот металлические очень красивые вещи тоже. Мгм. Озвучили. Ага. Представленный дипломный проект «Адаптация чувашского национального украшения к современным стилям» выполнен в полном объеме под руководством Болтаева Николая Михайловича. Художественно-проектная часть изучена автором глубоко, основательно, показывает заинтересованность истории своих предков, их обрядами, традициями и культурой. Выбранная тема актуальна. Не зная культуры своего народа, не может быть новых открытий и достижений. Используя разнообразные источники, автор проработал и создал 3 ансамбля национальных украшений, создав полный и законченный образ. Автор создал национальное женское украшение и связал их с современностью. Разработанный дипломный проект показывает умение Филипповой Дарьи Юрьевны применять свои знания для конкретных практических задач. Полученные результаты оформлены на высоком уровне. В целом дипломный проект заслуживает оценки «отлично». Спасибо. Научный руководитель Дмитрий Шевцов. В стенах института, а у вас есть в дипломной работе обзор проделанной работы до вас?
Есть. В приложении. Действительно уникальная дипломная работа представлена на защиту. И название, в общем-то, современное звучание здесь есть. Мы часто видим, когда художники по костюмам обращаются и используют не там, не в том объеме начинают внедрять какие-то украшения или элементы орнамента, скажем. А ваша работа задумана как творческая работа. И, может быть, звучание не совсем верное, адаптации чувашского национального украшения, одного украшения, может быть, элементов чувашского национального костюма, скажем. Тут же элементы костюма, на самом деле, представлены. Ну, работа, я думаю, заслуживает высокой оценки. Комиссия придет к единому мнению. Вам заключительное слово, пожалуйста. Хочу выразить огромную благодарность своему руководителю, научному Николаю Михайловичу. Без его поддержки я бы не справилась с таким объемом. Большое спасибо Петру Яковлевичу за то, что вы меня учили 5 лет. Галина Владимировна, вам тоже большое спасибо. Инна Васильевна, вам тоже большое спасибо. Спасибо. Она с вами большой. Спасибо, уважаемая комиссия. Значит, кто у нас сейчас готовится? Лавинцева. Лоренцева приглашается. Итак, на защиту представлена выпускная дипломная работа Лоренцева Марины Евгеньевны. Разницу и скобках сочинений и юридические руководитель демократии Ну что ж, вашему вниманию представляется моя практическая часть, а потом уже мы поподробнее их рассмотрим и обсудим. Можно музыку. Денис. Денис, можно музыку? Закрой глаза скорее, кто-то ходит и стучится в двери.
поподробнее о ней я вам расскажу. Не слишком подробно, все уже понятно. Ну, все равно. В общем, как вы знаете, обряд, обычаи, традиции являются отличительной чертой отдельно взятого народа. В них перекрещиваются, отражаются все основные стороны жизни. Они являются могучим средством национального воспитания и сплочения народа в единое целое. Вот. Актуальность моей дипломной работы состоит в том, что праздники зимнего цикла и вообще в особенности праздник Сургури, который я рассматриваю, они играют важную роль в празднично-обрядовой культуре чувашского народа. Праздники существовали всегда, во все времена, то есть трансформируясь по содержанию и форме. И самое важное, они несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в поколение, что сейчас очень не забывается. И в современном мире различные виды искусства активно используют различные виды масок или их изображения. То есть это живопись, скульптура, театр, кино, даже сейчас мощный арсенал компьютерной графики занимается масками. Основная цель моего исследования – это анализ мифологических масок как основного элемента праздника Сургури и разработка и выполнение собственных мифологических масок. Для достижения поставленной цели мной были поставлены следующие задачи. Это рассмотреть обряды и традиции чувашских праздников зимнего цикла, также выявить роль маски и ряжения в мировоззрении чувашского народа, изучить сущность и особенности праздника Сургури, определить влияние чувашской мифологии на создание маски и изготовить на основе проведенного анализа, проведенного исследования мифологические маски как основного элемента праздника Сургури. И, как все знают, вообще Сургури – это старинный чувашский праздник. Он отмечался в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать. Сургури обычно праздновался целую неделю. Позднее этот национальный праздник Нового года совпал с христианским Рождеством и продолжается до Крещения. То есть по старому стилю его справляли с 25 декабря, а сейчас справляют с 6 января. Вот. Но хотела бы сейчас поподробнее узнать, разобрать слово «сургури». Само слово «сургури» или верховой «сургури» означает овечья нога. То есть от чего? «Сурах» – это переводится овца, «ури» – нога. Но кроме этого названия есть и другие значения и версии этого слова. Так, например, по такой версии появилось это слово, название в древности, в булгарский период. То есть у булгар, как и у многих народов, год делился на два периода. Зимний, влажный, холодный, то есть сур, это суран, сурать, сурдяк. И также теплый, сухой и летний, хур. Например, итла хур вогат, очень жаркое время переводится. Вот, то есть встреча зимы и лета в день зимнего солнцестояния, и отсюда и пошло название Сургури, Сур-хури. Также есть еще одна версия Сургури, например, сурать, сура переводится как плевать, а хура черный, то есть в прямом смысле плевать на черное. То есть как в это время в Сургури, то есть злые духи выходили на, можно сказать, спускались на землю, и поэтому вот такой перевод зима, черный, темные ночи. Отличительная черта всего Сургури – это хождение ряжеными. И необходимым элементом облика ряженого была маска-личина. Это, то есть, обязательная и древнейшая принадлежность. Она изготавливалась из предметов, которые люди, народ мог найти у себя дома. Например, такие как береста, кожа, бумага, мех, различные тряпки, ткани, там, пучки шерсти и так далее. На маске с помощью краски часто изображались глаза, брови, нос, рот. Если, например, маски на праздник Сургури не делалось, то ее обязательно нужно было помазать сажей или мелом, мукой. Вот. Раскрашивали также краской. Ряжение считалось обычно делом греховным и опасным, но маски не считались нечистыми, потому что человек перевоплощался в духа какого-то божества. И поэтому, вот, когда наступало крещение, все очищались, можно сказать, купались в проруби. Персонажи ряженых были символ потустороннего, внутреннего, вывернутого мира, можно так сказать. Вот.
И основная и главная функция маски – это преображение и перевоплощение сущности человека. То есть в результате этого преображения создается определенный образ какого-либо животного, предка, духа, бога. Вот. И поэтому влияние мифологии очень сильно отразилось на создании маски. Так, например, в чувашской мифологии вообще существовало более 200 различных божеств, духов, разных рангов и функций. Они в основном по своему отношению к человеку были злые и враждебны. Это такие, например, как Аржюри, Ерех, Верещелень и другие. И также среди них выделялись и добрые духи, такие как Пюлехще, Пихамбар, Тура. И, собственно, в моей дипломной работе представлены такие маски, как Пюлехще. Это вот он. Это Пюлехще. Это добрый дух, он стоит ближе всех к Богу, и с помощью него как бы до людей, до Бога, точнее, доносились молитвы, которые проговаривали людям. Вот. Второй это добрый дух. Аржюри – это злой дух, вот он у нас. Это Аржюри дух хозяина леса, леший. Еще его называют Варман Тура, лесной бог. Вот. И еще Херчур, самый крайний вот у нас он. Это тоже добрый дух, хранитель дома переводится с чувашского, то есть домовой, который сидел на печке, охранял дом. Также еще одна маска Исрель, это... Это у нас дух смерти в чувашском пантеоне. Вот. Ну, то есть, когда человеку приходил срок, то есть приходил к нему Исрель и забирал, можно так сказать, его душу. И последний – это Хыдым. Это дух-хранитель овец. То есть он воспитывает их, ухаживает за ними. Люди очень его почитали. То есть, чтобы, например, даже если был больной ягненок в сарае, даже говорили «хыдым тыкна», страдает от хыдыма. Вот так вот. Садись. Вот. И, собственно, для выполнения этих масок у меня используется очень много различных материалов, такие как монтажная пена, меха, как вы видите, пенопласт, различные манисты, клепки и так далее. И сейчас я вам хотела бы рассказать ход работы. Вот. Достаточно. Руководитель скажет. Хорошо. Спасибо вам. Пожалуйста, Николай Михайлович, вам слово. Спасибо. Флоренция Марина, вот тут, скажем так, с первого курса она отличалась всегда вот пытливостью, шустрая была, вот всегда какие-то вопросы задавала. Но творческое начало присутствовало всегда, скажем так. И за основу диплома, там она хотела маски какие-то, ну я предложил, это чисто мое такое вот предложение, взять сургури праздник. Потому что как раз с масками у нас связано именно сургури очень плотно. Да я сам участвовал в этих праздниках в детстве, правда. Сейчас уже не так, это явно народные традиции уходят, скажем так, очень жаль. Вот. И вот Марина эту задачу, я думаю, вот взяла без всякого там боязни, но не зная, что это такой объем, это я даже потом сам подумал, справимся ли, потому что творческий подход для студента это тоже очень сложно. Это работа художника, скажем, потому что у нас задача была вот эти маски сделать не страшные, а чтобы они были привлекательны, чтобы их можно было потом применять разных, вот, например, День Республики, там разных каких-то сценах, там, или встреча с детьми, там, потому что вот это представление в театрах, может быть, чтобы можно было эти маски применять, и чтобы они несли эстетическую сторону, а не какую-то другую, скажем. И, ну, вот она
отметил, воспитательную сторону тоже. Вот работа с планшетными проектами, это, конечно, тоже очень было, ну, много, вон, вы посмотрели, разных эскизов мы рисовали, спорили там, и пришли к такому очень простому и очень доходчивому вот таким проектам. Вот маски, конечно, это вот очень они увеличены. Мы это специально увеличили. Естественно, новые времена и требуют новых подходов. Вот, и решили вот такого характера сделать. И украшать, самое главное, национальными украшениями, чтобы они были не чужие, а чтобы они где-то выглядели вот, ну, традиционными формами, как бы вот, привычными формами. Потому что вот она отметила, народ применял все ну, уже отработанными материалами, скажем, ну, то, что уже привыкшие, вот маниста она применяет, вот, мех и так далее, другие материалы. Вот опять хочу сказать, это вот впервые, вот, и тут, я думаю, она вот справилась очень профессионально, показала, вот, что умеет работать материалом, потому что приходилось решать на ходу все вот это вот. И ну, бабушкин сундук, я думаю, тут очень пригодился. Тут вот, видно, что все материалы из дома, не из магазина откуда-то. Вот. Ну, скажем так, ну, не то, что нужно, ну, пригодилось, скажем. Вот. И вот эти маски, в принципе, могут сделать любая семья, и это она может объяснить, рассказать. В общем, я считаю, это была у нее творческая работа, работа очень образная, и она этим справилась. Важность этих вопросов обусловливает актуальность темы данной дипломной работы. Автор создал и выполнил мифологические маски 5 штук на основе проведенного исследования праздничной обрядовой культуры праздника Сурхури и его особенностей и отражение чувашской мифологии на создание масок. На взгляд рецензента, Флоренцева Марина Евгеньевна хорошо владеет материалом, выводы и предложения убедительно обоснованы, соответствуют содержанию дипломной работы. В целом рассматриваемая работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. Диплом заслуживает высокой оценки. Спасибо. Высокая оценка, высокая и хорошо, и отлично. Ну, мы будем считать, что здесь отлично. Можно вопрос задать? Мне все не терпится. Конечно. Вот почему ты именно такую, Марина, музыку выбрала? И не считаешь ли ты, если бы ты выбрала действительно чувашскую национальную, такую вот, прям вот такую настоящую этно, да? Может быть, у тебя более убедительный был бы образ? Как ты считаешь? Спасибо за вопрос. Это очень интересно можно разобрать, потому что сейчас вот чувашские песни, как таковые, а современных нет. Они как бы есть, вот, например, там Койгер или Мле там поют различные песни, они хороши, но я посчитала нужным, что для моего диплома нужна немножечко осовремененная музыка, а это, как говорится, требует очень больших усилий, нужно ходить на специальную звукозаписывающую студию, там монтаж делать музыки, нарезать и так далее, а это я сама все как бы находила, вырезала. Ну вот, например, вторая песня, когда выходили «Добрые духи», это, между прочим, татарские мотивы, этнофолк, этнофольклор. А первая композиция это была там африканские барабаны, в общем, африканская тема. Но мне кажется, надо все-таки соединять с чувашской музыкой. Это вообще шедевр. Композитор. Так, спасибо. Еще вопросы или желающие выступить? Нет, таковых. Ну что же, спасибо за интересную работу, содержательную, по всем своим составным частям. Действительно чувствуется, что вы личность творческая, и вас ожидает хорошее будущее на этом поприще. Вам заключительное слово. Я, в свою очередь, тоже благодарна вам. Спасибо большое за внимание, за
вопросы. И особенно хотел бы поблагодарить своего руководителя Николая Михайловича Балтаева за его поддержку, помощь, напутствие мне в дипломной работе. Спасибо. Спасибо большое. Представляется работа Тушенковой Марии «Художественная реконструкция костюма женщины-воительницы». Пожалуйста, имейте в виду. У меня 3 минуты было. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, приступайте. Актуальность данного исследования. Древний костюм отражает представление человека о мировоздании, является показателем исключительности человека в мире культуры. В современном индустриальном человеке теряется способность объемного, многомерного, интуитивного восприятия мира. Отсюда все возрастающий интерес к древним традиционным культурам, стремлением превращаться к гармоничному мироощущению, единению макро- и микрокосмоса, свойственному древним. Усиливающий интерес к своему традиционному костюму, который воспринимается как памятник культуры, как этнический символ, выражающий
менталитет нации проявляется в сферах науки, искусства и образования. Также выражающих менталитет нации проявляется в сферах науки, искусства и образования, как я уже сказала, а также в туристическом бизнесе, в широком использовании костюмов при проведении различных праздников и торжеств, в открытии кружков, изучении народного костюма и вышивки. Задачи данной работы. В данной работе мы пытались художественно реконструировать костюм женщины-воительницы, раскрыть навыки в декоративно-прикладном искусстве посредством создания костюма женщины-воительницы, раскрыть художественное восприятие костюма женщины-воительницы для общих масс, рассмотреть мифологию женщин-воительниц в чувашском культуре, изучить историю возникновения чувашского костюма и костюма женщины-воительницы. Цели данной работы – найти нити переплетения и сходства в костюме женщины-воина и с чувашским костюмом, тем самым реконструировать костюм женщины-воительницы. Предмет исследования – в данной работе костюм женщины-воительницы. Объект исследования – художественная реконструкция костюма женщины-воина. Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования изготовленного костюма в различных районных конкурсах, выставках, привлечение группового туризма и индивидуального туризма. Хотелось бы рассмотреть нити переплетения между чувашским костюмом и костюмом женщины-воительницы. Во многих деталях костюма проглядывается так или иначе измененный элемент боевой одежды, например, хушпу, головной убор, до сих пор сохранившиеся элементы шлема. От него по спине спускается лента, покрытая монетами. Видите, пожалуйста. Для защиты позвоночника и для защиты спины. Также для колчана, то есть также была перевязь для ношения стрел в колчане. Эта перевязь называется тереть. Вот, линия. Украшается монетами. На поясе есть накладки, по-видимому, служили для отвода воды при скачке на лошадях. Вот они идут. Вообще, мне кажется, то, что если рассматривать чувашский костюм и костюм воина, то по чувашскому костюму, рассматривая его, даже на головном уборе было множество вообще монет, он был украшен серебряными монетами. Вообще весь костюм был очень тяжелый, мне кажется, его не просто так носили, а в нем были какие-то древние сакральная символика вообще всего этого костюма для защиты девушки от нападений и как воина. Костюм был вообще мною изготовлен из кожи-заменителя. Вашему вниманию предлагается костюм легкой брони из кожи, украшенный декоративными вставками. Декоративные вставки вылеплены вот эти вот мною. Железные вставки декоративные были сделаны моим руководителем Николаем Михайловичем Болтаевым. Вот. Все декоративные элементы выполнены вручную. Сапоги тоже выполнены вручную, декор их, а взяты за основу обычные сапоги старые, нужны. В основу головного убора и щита, в его основу входит папье-маше, как основа, как каркас, и обтянуто кожей, украшено декоративными вставками. Вот эти декоративные вставки, как я уже говорила, из металла, а вот эти из глины. Вначале, чтобы их сделать, я делала матрицу, получается, из пластилина вылепляла форму, потом ее отливала в матрицу и уже потом забивала глиной, и получалось несколько одинаковых копий. Все? Да. Спасибо. Вопросы какие есть? Вопросов нет. Николай Михайлович, вам слово как руководителю. Спасибо. Маша Душенкова, она, опять повторюсь, с 5-го курса, то есть с 1-го курса, извиняюсь, была тоже очень творчески, как бы направлен, целеустремлен. И вот этот результат, он не случайен, потому что еще на 3-м курсе, на 4-м очень
уделяла много внимания вот, национальным одеждам. Мы вместе уделяли. Ну, естественно, это волновало ей. И вот эта тема амазонки, это не случайность. Потому что сейчас все, вот, скажем, регионы России, в частности, в Чувашии, мы должны быть туристически привлекаемы. Один из моментов, это акцентированный момент, это амазонки. У нас непосредственно книга Улов, там все написано. Мы все брали из мифологии, из преданий, все не случайно. Поэтому, я думаю, она все этой задачей справилась и сделала полный образ амазонки, и музыка, вот это танцы. Это за короткое время справиться было очень непросто. И сделано все это руками. Она очень показала себя рукодельницей, скажем так, потому что от начала до конца сделаны ее руками. Огромный труд проделан, и ее за это спасибо, что получилось такое зрелище, очень интересное. Спасибо. Спасибо. Так, вы, пожалуйста, чуть в сторону, мы в комплексе должны работу воспринимать. Так, слово рецензенту. Пожалуйста. Рецензия на дипломную работу по теме «Художественная реконструкция костюма женщины-воительницы» студентки Душонковой Марии Александровны. Посвящена исследованию и анализу историко-этнографического материала воинствующих племен и определению специфики национального чувашского женского костюма. Основные результаты работы заключаются в том, что студентка систематизирован обширный теоретический материал, посвященный чувашскому народному костюму, найдены нити переплетения и сходства с древним костюмом женщины-воина и произведена его реконструкция. Новизна работы заключается в комплексном сборе фольклорных, этнографических, археологических информаций, осмыслении исторических процессов и попытке раскрыть художественное восприятие костюма женщины-воительницы. Практическая значимость работы заключается в том, что открываются возможности не только для использования материалов исследования, не только как теоретическое и методическое пособие, но и для научно-исследовательской работы. Анализ обоснованности выводов и предложений, на взгляд рецензента, заключаются в том, что дипломник хорошо владеет материалом, выводы и предложения убедительны, обоснованы, соответствуют содержанию дипломной работы. Качество оформления соответствует требованиям. В целом, дипломная работа Душонковой Марии Александровны оставляет хорошее впечатление, соответствует требованиям, предъявляемым к данного рода работам. На наш взгляд, выпускаемый квалификационный проект заслуживает оценки отлично. Спасибо. Кто желает выступить из членов комиссии? Пожалуйста. Насчет практической значимости я бы хотел добавить, что тут не только туристический аспект, но очень важный аспект, наверное, пропущен. Это именно аспект сценического костюма. Очень много у нас драматургических произведений на исторические темы предлагает театр свои костюмы. Великолепные костюмы. Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие? Да, действительно, уже третья защита идет. Какая-то новизна чувствуется в жизни Института культуры и искусств. Это от руководителя зависит. Спасибо вам, Николай Михайлович, что сумели заинтересовать студентов, направить и умело руководить. Спасибо вам. Вам слово для заключения, пожалуйста. Спасибо большое за внимание, спасибо за понимание, спасибо Николаю Михайловичу как руководителю, спасибо родителям за понимание, за то, что понимали меня, то, что время давали. Спасибо всем. Надеюсь, мой труд будет востребован. Да. Спасибо. Вы готовы, да? Так, объявляем тему. Добрый день, уважаемая комиссия. Итак, на защиту представлена очередная выпускная квалификационная работа автор Петрова
тема искусство, качество, как средство развития эстетического восприятия у учащихся. Руководитель Кузнецов Василий Иванович, рецензент, я Полнота духовной жизни во многом определяется эстетической развитостью личности, умением сильно и глубоко чувствовать, быть в гармонии с природой и обществом. Проблема становления человеческого в человеке сегодня приобретает особую актуальность в связи с изменившимися общественно-социальными, политическими и иными условиями существования и развития человека. Необходимой предпосылкой становления и необходимой предпосылкой становления эстетической культуры личности выступает развитое эстетическое восприятие. Ограниченность эстетических переживаний и представлений учащихся обусловлена рядом причин, основной из которых выступает отсутствие в образовательном процессе необходимых и достаточных условий для полноценного развития эстетической жизни формирующегося человека. Занятия эстетического цикла, к сожалению, до сих пор остаются второстепенными, но даже эти предметы не вполне решают задачи развития эстетической жизни ребенка. Важную роль в развитии эстетического восприятия играет искусство квадрат-качества. Занятия искусства квадрат-качества учат не просто смотреть на предметы, а сосредоточенно всматриваться в них, пристально наблюдать, сравнивать, выделять для себя наиболее красивые из них и передавать эту красоту, проникновенно схваченной воображением ученика. Эти работы очень Итак, вышла на защиту своей руководитель Болтаев Николай Михайлович, рецензент Лялина Инна Васильевна. Так, пожалуйста, приступайте. Тема моей дипломной работы – это воплощение темы чувашской семьи в скульптуре малых форм. Становление и развитие национальных систем воспитания охватывает многие века. Материнский язык, народное творчество, в частности фольклор, мифология, этническая символика, искусство, семейно-родовые традиции, обычаи и обряды, народные игры и другие средства воспитания, используемые народами, их национальные духовно-нравственные ценности формировали у подрастающих поколений на всем протяжении истории лучшие человеческие качества. В народной педагогике реально действующим центром воспитания являлась всегда и является сегодня семья. Она выступает культурным, ценностным, информационным пространством, во многом уже с ранних лет предопределяющим формирование личности ребенка. Художественный образ семьи в искусстве выражает духовные и прежде всего идейно-нравственные богатства народа, его идеалы добра и красоты, его нравственно-эстетическое отношение к действительности от отношения к семье, к роду, как к ближайшему окружению человека, скрепленному родственными узами, и кончая отношением к этносу и межэтническими взаимоотношениями. Наиболее полно передает образ семьи такой вид искусства, как скульптура. Скульптура – это одно из достижений творческой деятельности человека. Это вид изобразительного искусства, основанный на принципе трехмерного изображения. Ее форма, содержание, образ строятся на законах красоты, гармонии, равновесия, ритма и обуславливаются социальной жизнью, опираются на традиции и новаторство. Главными выразительными средствами ваяния служат размещение фигуры в пространстве, передача ее состояния, структурная организация объема, взаимодействие с окружающей средой и природой. Мастер может использовать такие художественные приемы, как повествование, символ, метафора, аллегория. Большое значение в изобразительных средствах придается материалу и его цвету. Народное ваяние, если оно к тому же антропоморфное, представляет немалые трудности для его осмысления и расшифровки. Для него нужна другая теория, ибо в его основе лежат тысячелетние каноны, представления различных племен и народов. Образная система, изобразительные средства связи природы с человеком
народной скульптуре иные, гораздо сложнее и структура ее содержания. Произведениям присущ синкретизм. В одно и то же время люди и те же фигуры означали конкретного человека и предка. И модель мира со сферами, светилами, известными древним людям планетами, а другие богов. К сожалению, все эти вопросы изучены в науке слабо, а в искусствоведении они почти не затронуты. Актуальность темы заключается в том, что в наше время возникла и усиливается утрата традиций. Традиционное изобразительное искусство иллюстрирует духовный мир народа, его специфические черты восприятия окружающего мира и является одним из важнейших показателей исторического генезиса самого народа. Утрата традиций – это прежде всего утрата собственного исторического опыта. В то же время негативные тенденции потери исторического опыта в ходе глобализационных процессов проявляются не только в утрате связи поколений, но и в утрате возможности полноценного развития в сфере гуманитарной науки и искусства, этническому существованию чувашского народа. В первую очередь разрушается этнопедагогическая система семьи. Рвутся родственные связи, семьи становятся все более двухпоколенными или вовсе бездетными, однопоколенными. Исчезают традиции трудолюбия, исчезают многие исконно чувашские духовно-нравственные ценности, деформируется тысячелетняя традиция целомудрия, подвергается испытаниям многовековой обычай культа предков. Именно поэтому так важно изучение истоков родного народа и его традиционной культуры. Объектом моего исследования стал образ чувашской семьи. Предметом исследования – скульптура малых форм. Цель данного исследования – это получить представление об образе чувашской семьи и воплотить ее в скульптуре малых форм. Задача. Первое. Провести теоретический анализ научной литературы. Второе. Выяснить историю происхождения чувашского этноса, получить представление о традиционном быте и семейном укладе. Третье. Изучить историю развития скульптуры, ее основные виды и жанры. Четвертое. Изучить чувашскую народную скульптуру малых форм. Пятое. Разработать и выполнить образ чувашской семьи в скульптуре малых форм. Что я и проделала в своей практической части. Это вы можете наблюдать сейчас. Эта скульптурная композиция состоит из 20 фигурок, выполнена в глине. Называется «Чувашская деревня». Жанр бытовой. Вот, а вид скульптуры – скульптура малых форм. Вы завершили одной из целей или задач исследования вашей работы назвали изучение скульптуры малых форм. Кого из мастеров вы можете назвать? Из чувашских? Да. Ну, вот, например, у Поповой произведения, также цивильская женщина, учитель, преподаватель. Я практику проходила как раз. Вот она как раз-таки создает... Станковые, монументальные скульптуры, тоже мастеров знаете, да? Ну да. Хорошо, спасибо. Так, руководителю слова у нас. Спасибо. Пожалуйста. Фаина Степанова эту тему, конечно, взяла не случайно, потому что, также, повторюсь, с первого курса я преподаю рисунок, живопись, композиции, скульптура, пластическая анатомия, она всегда дотошно все вырисовывает, у нее вот это вот дано. Вот малые формы, очень она любит, видно, в детстве зря не теряла, куклы играть, это вот по сей день осталось, видно. Это очень хорошее качество. Творческое начало у нее везде бьет ключом, скажем, и что она не делает, или живопись, или рисунок, получается всегда как законченная работа, вот, как произведение. Вот, это вот как подход такой, не случайно, скажем. И вот эта дипломная работа тоже не случайно, потому что уже начали с прошлого года, вот, с 4-го курса, все это изучение идет, и лепим, и делаем, и общаемся. В общем, обогатились до диплома. Вот, прям получилось, я так думаю, и
все согласитесь, это для института нашего, это наше достояние. Вот эти скульптуры, это могу смело назвать, это произведение. Ну, это вот мечта наша, вот именно видеть такие образные, там же вот потом вот поглядите, вот, жалко, вот надо было вот здесь вот на проектор показать большие вот, изображения. Вот. Это вот все они имеют какой-то вот психологические портреты, они все не случайно, они вот имеют не случайно эти формы, вот одежда там вот дотошно, все это сделано правильно, и это вызывает очень огромное вот восхищение, уважение вот мастеру. Вот она сейчас как мастер выполнила все идеально, скажем так. Тут докопаться это практически невозможно. Даже собаки там вот в национальной одежде, они кошки там вот, можно поближе потом посмотреть. И в связи с этим хочу сказать, она полностью выложилась и выполнила вот в материале эти великолепные малые формы правильно и достойно. Вот. Я считаю, это наше достояние. Вот чтобы лучше ее сделать, не знаю, вот пока вот этих студентов мне нет вот, в наличии, скажем. Вот. Я поэтому очень рад за Фаину. Вот она, я думаю, в нашем чувашском изобразительном искусстве уже сделала такой яркий шаг, правильный шаг, и я думаю, в короткое время ее узнают в разных выставках, и наш институт, я думаю, везде будет эти работы выставлять, как наше вот, произведение наших студентов. Николай Михайлович, вы уверены, она будет работать творчески? У нее уже все это записано, запрограммировано с детства. Так, кто у нас? Ну, уже она, кстати, извиняюсь, работает. Мультфильм, мы, вот, я хочу сказать, на третьем сделали мультфильм, да? Мы мультфильм сделали с группой. Потом, вот она участвовала в каком-то, где-то конкурсе, где там вот ты участвовала, делали мультфильм. Вот ты говорил, заказ там выполняешь. Комиксы рисовала. Да, вот комиксы, у нее вот это вот уже вот с первого курса. Хорошо. Вот. Так, слушаем текст рецензии. Так, рецензия на дипломную работу «Воплощение темы чувашской семьи в скульптуре малых форм» студентки Степановой Фаины Вячеславовны. Посвящается анализу традиций семьи в истории развития чувашского этноса, сохранению и развитию этнокультурной идентичности, выявлению различных направлений в этой деятельности. Сделана попытка выразить образ чувашской семьи в скульптурной форме. Результат работы заключается в том, что студентка систематизирован обширный теоретический материал, посвященный истории происхождения чувашского народа, его традиционному быту, народной педагогике, как источнику развития общенациональных форм сознания. Новизна работы заключается в комплексном сборе информации, осмыслению процессов сохранения традиционных этнокультурных традиций, историю развития культовой скульптуры в Чувашии. Дипломник разработала и выполнила скульптурную композицию «Чувашская деревня», придерживаясь канонов, сложившихся в глубине истории, раскрыла образ традиционной чувашской семьи. Кроме того, разработана педагогическая методика работы с детьми в области лепки. Практическая значимость работы заключается в том, что открывается возможность для использования материалов исследований не только как теоретических и методическое пособие, но и для научно-исследовательской работы. Анализ обоснованности выводов и предложений, на взгляд рецензента, заключается в том, что дипломник хорошо владеет материалом, выводы и определения убедительны, обоснованы, соответствуют содержанию дипломной работы. Качество оформления соответствует требованиям. В качестве недостатка следует отметить недостаточно полное отражение практических занятий лепки с младшими школьниками города Цивильска. Ну, имеется в виду в самой дипломной работе, хотя на самом деле
чувствуется, что практику она провела, конечно, очень даже здорово с ними. В целом, дипломная работа Степановой Фаины Вячеславовны составляет хорошее впечатление, соответствует требованиям, предъявленным данным рода работам. На наш взгляд, выпускной квалификационный проект заслуживает высокой оценки. Озвучьте, пожалуйста, высокое. Отлично, конечно. Спасибо. Да. Только отлично. Хорошо. Есть желающие выступить? 3 слова ей можно Будьте сказать, добры. да? Вот Фаин 5 лет проучились. Я все время недоумевал, почему у вас такие грустные глаза. Оказывается, вам просто скучно с нами, вам интереснее с куклами. Живите с ними в дальнейшем. Да. Спасибо. Так, нет других желающих выступить? Да, работа интересная, действительно. Вот я понял так, что Николай Михайлович, ваш руководитель, будет ждать встречи с вашими творческими работами на художественных выставках. Сначала чувашских мастеров искусства, потом региональных, а затем, может быть, и всероссийский уровень вас ждет. Удачи вам, всего доброго. Вам слово для заключения. Уважаемый председатель комиссии, я хотела бы вас поблагодарить за ваши теплые слова. Мне было очень приятно, также за ваши вопросы ко мне. Спасибо за те годы, которые вы обучали нас. Все лекции, все это будет храниться долгие годы, знания, все это будет применяться в течение всей жизни. Спасибо. Спасибо.